уважаемая публика! Сегодня в Большом зале Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки юбилейный концерт. Он посвящен 250-летию величайшего гения мирового музыкального искусства Людвига ван Бетховена. Более 100 лет назад в переписке двух, почти самых авангардных композиторов XX века звучали такие слова: «Чудесный праздник Рождества. Он чудесен тем, что вот уже почти 2000 лет все люди в рождественскую ночь отмечают день рождения одного человека. И не так ли надо праздновать день рождения Бетховена?» Писал Антон Веберн Альбану Бергу. Нынешний юбилей Бетховена растянут во времени по многим причинам. По решению Международного комитета, который организовал торжественное празднество, юбилейное время продлено до сентября 2021 года. Наверное, это и хорошо, потому что такое время, протяженное время, оно позволяет отпраздновать этот великий юбилей с должным масштабом, с должной осмысленностью. Наш колледж тоже включен вот в эти масштабные празднования. И я напомню, что начали мы их еще в декабре 2020 года, в дни рядом с днем рождения Бетховена. Мы разыграли прекрасный приключенческий квест, мы заполнили анкеты «Мой Бетховен», мы подписали поздравительную открытку Бетховену, мы провели целый ряд уроков на разных цикловых комиссиях, которые были посвящены специально музыке и творчеству Бетховена. И интеллектуальной кульминацией наших празднеств мне представляется научно-теоретическая конференция, которая прошла на прошлой неделе, на неделе цикловых комиссий музыковедения и общий курс музыкально-теоретических дисциплин. Эта конференция называлась «Бетховен и время», и там наши учащиеся, под руководством, естественно, преподавателей, подготовили доклады, которые касались и отдельных произведений в творчестве Бетховена, и отдельных сторон его творчества, и даже жизни музыки Бетховена в современном мире. И музыкальной кульминацией наших торжеств, как мне представляется, должен стать сегодняшний концерт. Афиша концерта, она анонсировала его идею. Концерт Бетховен-Гала мы назвали «Парад концертов». Это название отсылает к очень, мне кажется, сегодня актуальной ассоциации, к актуальной метафоре музыки и творчества Бетховена с космосом и со Вселенной. Вселенная Бетховена, конечно же, бесконечна, как и любая Вселенная, но у нее есть такой ближний, осязаемый ряд, с которым мы, как музыканты, имеем дело. Это его произведения. Они образуют собственные группы, собственные ряды, группируясь по жанрам, формам, по каким-то стилистическим признакам. И сегодня в нашем концерте выстраивается ряд бетховенских концертов. Вообще в астрономии есть такой нестрогий термин «парад планет». Он подразумевает определенный ряд планет Солнечной системы, которые выстраиваются по одну сторону от Солнца. Большим парад планет считается, когда выстраиваются все планеты, малый парад, когда их меньше 5. Сегодня у нас парад планет бетховенских концертов. Всего концертов 7, в нашем прозвучат 3 из них. И открывает наш концерт юношеский, моцартианский
второй фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Это самый ранний из опубликованных Бетховеном фортепианных концертов. Замысел этого концерта возник у композитора еще в боннские годы, укрепился в годы, когда он имел счастье очень кратко, но пообщаться со своим кумиром. Вообще Бетховен очень тщательно изучал музыку Моцарта, но вынашивал вот такие тайные, поначалу тайные наполеоновские планы, не только своей музыкой доказать, что он достойный преемник Моцарта, но и его соперник. И вот моцартианство первых концертов Бетховена — это, конечно, не стилизация под Моцарта, это скорее модернизация Моцарта или его бетховенизация. То, что мы услышим, знакомые по Моцарту типы тем, обратим внимание на довольно изящную еще, может быть, не совсем по-бетховенски мелкую технику, не снимает впечатление насыщенности, импульсивности и внутренней контрастности музыки этого концерта. Там уже и внутренний бетховенский драматизм, там уже красивейшая и наполненная чувством и в то же время поверенная интеллектом бетховенская лирика. И там уже выписанная полностью композитором виртуозная каденция солиста. На сцене лауреат международного конкурса симфонический оркестр Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки. Руководитель оркестра и дирижер Николай Макаревич. Солистка, лауреат международных конкурсов Валерия Труханович, класс преподавателя Алены Владимировны Марченко. Людвиг ван Бетховен. Второй концерт для фортепиано с оркестром, си бемоль мажор, первая часть Аллегро кон брио.
ставший сегодня уже для нас аксиомой ряд великих композиторов венских классиков, которые в нем расположены соответственно возрасту, то есть старшинству, соответственно своим заслугам: Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Во времена Бетховена не был таким очевидным и не был таким бесспорным. На рубеже 18-19 веков, когда Бетховен перебрался в Вену для того, чтобы брать уроки у Йозефа Гайдна и для того, чтобы завоевывать столицу, он ее действительно завоевывал. Первоначально он заслужил известность как великолепный пианист и импровизатор, но сам прекрасно отдавал себе отчет, что соперничать со своими великими предшественниками он должен как композитор. И поэтому уже первая его Венская академия, то есть бенефисный концерт, был составлен из произведений Моцарта, Гайдна и его самого Бетховена. Таким образом, это было почти 200 лет назад, в 1800 году, ну то есть 200 лет назад, и таким образом Бетховен, еще достаточно молодой человек, поставил себя в этот ряд, возможно, впервые в истории. О бетховенской музыке часто говорят, что она революционная. И действительно, слово «революционное» имеет, в общем, широкий спектр значений, и в применении к искусству Бетховена в первую очередь оно обозначает такое его качество, как перманентное новаторство. Сегодня Бетховена вполне можно назвать авангардным композитором своего времени. Во времена Бетховена это слово «авангард» в применении к искусству еще не употреблялось. Под этим словом разумели передовой отряд военной конницы, который несся в атаку впереди всего войска. Но смысл этого слова, он остается и в применении к искусству. То есть авангардность на самом деле присуща музыке всех великих композиторов, тех, которые стремятся к прокладыванию новых путей и обновлению традиций. Каждое из произведений Бетховена, особенно это касается произведений зрелого и позднего периода, неповторимо. Оно таит в себе множество находок. И сам Бетховен прекрасно это осознавал. Он никогда не оригинальничал впустую, всегда ставил перед собой конкретные художественные задачи и их решал. Как относились к этому современники, вот к этому перманентному, то есть постоянному новаторству? По-разному. Даже внутри музыкального цеха и даже считающие себя понимающими музыку Бетховена приходили в недоумение от того, что он предъявлял публике. Еще в середине 90-х годов Йозеф Гайдн, к которому Бетховен приехал учиться в Вену, и который прекрасно осознавал высоту дарования своего ученика, в ответ на просьбу Бетховена высказать мнение о его первых фортепианных трио, сказал такие слова: «Вы производите на меня впечатление человека, у которого множество голов, множество сердец и множество душ. Ваша музыка всегда будет производить впечатление на людей, но часто она будет их настораживать, потому что стиль композитора — это он сам, а вы — натура несколько мрачная, неожиданная и часто непредсказуемая». Один из самых загадочных концертов, написанных Бетховеном уже в период зрелого творчества, это тройной концерт для фортепиано, скрипки, виолончели и симфонического оркестра. Он ровесник героической симфонии, он ровесник знаменитой сонаты «Аврора», он написан уже позже Крейцеровой сонаты. Но и
во времена Бетховена, и сегодня этот концерт исполняется реже и вызывает вот различные очень интерпретации и различные отзывы о своей художественной ценности. Сам Бетховен прекрасно понимал, что он делал в этом концерте. Когда он рекомендовал его к изданию, он говорил своему издателю: конечно, концерт с 3 сольными партиями представляет собой нечто новое. Но здесь Бетховен несколько грешит, конечно, против исторической правды, потому что в эпоху барокко существовали так называемые концерти гросси, то есть концерты, где присутствовала группа солирующих инструментов наряду с оркестром. В эпоху раннего классицизма существовали концертные симфонии, в том числе у Моцарта, где могло быть, например, 2 солирующих инструмента. Но вот ко времени зрелого творчества Бетховена в начале XIX века, в принципе, эта традиция уже ушла. Ну и нужно сказать, что, конечно, Бетховен ее не просто возрождает, он ее абсолютно переосмысливает. Идея классического концерта – это состязание оркестра и солиста, и в то же время диалог между ними. Бетховен делает в своем тройном концерте жанровый контрапункт. Он делает невиданную вещь. Он помещает камерный ансамбль солистов на концертную сцену и дает им возможность вступить в диалогические отношения с оркестром. Но ведь у них есть свой диалог, и они его ведут в процессе звучания музыки. Таким образом, подключается диалог камерного и концертного жанра. В художественном отношении это производит очень сильное впечатление, и один из исследователей творчества Бетховена очень поэтично об этом высказался. Он говорит о том, что звучание концерта напоминает разговор 3 близких людей, которые ведут беседу между собой об интересующих их вещах, но на фоне того, что разворачивается за окнами. А там грохочут баррикады, там гремят балы, там танцуют победные танцы. В нашем концерте прозвучит медленная лирическая часть из тройного концерта. Людвиг ван Бетховен. Тройной концерт для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром. Солирующее трио: Ксения Струнина, фортепиано, Антонина Сандригайло, скрипка, Мария Юсикевич, виолончель. Класс преподавателя Ольги Викентьевны Маркевич. Симфонический оркестр Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки и дирижер Николай Макаревич.
Инструментальный концерт в иерархии жанров эпохи классицизма находится между симфонией и сонатой. В сравнении с симфонией он более экспериментален. В сравнении с сонатой в нем больше размаха, театральности и концертного блеска. И если за фортепианной сонатой, особенно за фортепианной сонатой, в творчестве Бетховена прочно укрепилась слава творческой лаборатории, это именно тот жанр, где Бетховен раньше всего находит свои темы и образы, где кристаллизуется его индивидуальный стиль, то концерты в этом смысле творческая лаборатория для бетховенских симфоний, потому что это произведения симфонические. И еще Моцарт начал тенденцию симфонизации инструментального концерта, которую Бетховен подхватил, развил и довел до неведомых доселе высот. Все свои концерты, кроме двух ранних, Бетховен написал в зрелый период творчества. После 1809 года он концертов не писал. И в нашем концерте будет звучать один из самых любимых, самых известных и самых популярных концертов, фортепианный концерт номер 3. Его по праву считают предвестником Пятой симфонии, предвестником увертюры «Кориолан». Это первое большое симфоническое произведение Бетховена в минорной тональности. И это не просто минорная тональность, а это тональность до минор, которая у Бетховена связана с 8-й фортепианной сонатой, с 32 вариациями для фортепиано, а позже с увертюрой «Кориолан» и также с 5-й симфонией. Тональность до минор для Бетховена патетическая, то есть она связана с топосом пафоса. До эпохи классицизма пафос, как воплощение сильных эмоций и высоких чувств, был присущ только церковной и театральной музыке. С творчеством Бетховена пафос и патетическое входит в инструментальную музыку. В 3-м концерте есть все, что мы так любим у нашего героя Бетховена. Есть размах героико-драматического фортепианного стиля, есть большой современный оркестр, есть героика, есть патетика, есть импульсивность духа постоянной борьбы и преодоления. Людвиг ван Бетховен. 3-й концерт для фортепиано с оркестром. Первая часть «Аллегро кон брио». Солист, лауреат международных конкурсов Кирилл Ващенко. Он играет с симфоническим оркестром Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, дирижер Николай Макаревич.
завершаем сегодня наше музыкальное посвящение великому классику. Кульминационное завершение концерта делает его открытым. И это значит, что мы не прощаемся с музыкой Бетховена. Она наш музыкальный хлеб, она наше вдохновение, она источник наших духовных сил. И я благодарю сегодня всех наших прекрасных исполнителей, симфонический оркестр Минского государственного музыкального колледжа имени Зои Аншуловой, его блестящего дирижера Николая Коревича, и наших восхитительных солистов и их педагогов, чей труд, конечно, трудно переоценить. Ну и наши слушатели, огромное вам спасибо за то, что вы вместе с нами и общались с этой